чеченском языке есть одно очень важное слово – «нохчела». Оно не поддается прямому переводу. Это неписанный свод правил и традиций, кодекс чести и морали. Нохчела – это все. Прощение, гостеприимство, мужество, взаимопомощь. И главное – почитание своего рода, матери, отцов до 7-го колена, неразрывная связь сына и отца, невозможность бросить родной дом, когда ты самый старший в семье. Но когда все это перечисляешь, это просто слова. Что такое нохчела, нужно почувствовать. Сегодня мы расскажем вам об одном дне из жизни самой обычной большой чеченской семьи. 18 лет они поровну делили свое горе, прятали слезы и боль. Гостей любим, и в гости ходить любим, и принимать любим. Смотрим, когда нас как принимают, и когда мы принимаем. Я не знаю. В этой большой семье даже самые счастливые дни с привкусом грусти. Не может быть счастья полным, когда у кого-то из родных беда. Вот уже много лет здесь ждут Рахима. Судьба его никому не известна, и все молитвы только о нем. Так надеемся, что мы его увидим. У нас отец больной, дядя его родной. Часто вспоминает Рахима. Он не верит, что он умер. Хотя бы оплакивал его. Я ищу своего отца. Уже 18 лет про него ничего не знаем. Все его уважали и любили. Вот кому не говори, по нему все плачут. 2000 рублей нам понадобились, мы поехали. Но он, само собой, их нам дал. Мы там одолжили у него, но когда мы уже возвращать собрались с мужем, он ни за что у нас их не забрал. Нет, говорит, я не запишу, я вам представляю, я вам дарю. Родственникам всегда помогал. Он брату квартиру купил, вот, младшему брату. И моим родственникам тоже помогал. Его выдвигали министром иностранного дела, хотели. Очень умный. Здесь? Да. Рахим Башаев был гордостью семьи. Окончил экономический факультет. После института развивал свой бизнес. Чеченская война разрушила все. Жизни, семьи, дома. Рахим не терял надежды снова встать на ноги и поехал в Москву. Мне тогда было 18 лет. Я надеялся на отца, что у него все получится, что эта нищета пройдет у нас. Сегодня, наверное, мой сын вот все время чувствовал себя обездоленным. Он говорит, мне лишь бы был, лишь бы он сидел хотя бы, разговаривал. Мне от него больше ничего не надо. Дети без отца как себя чувствуют? Вот такие чувства. Конечно, люблю. Да, может, если бы с ним что-то не случилось, он бы так не потерялся. Это мое твердое убеждение. Мы все так вот думаем. Он бы так нас не бросил. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. 18 лет вы не видели отца, сказали, да? 18 лет. Ну, все еще надеетесь увидеть. Надеемся. Артур, скажите, а кто все это время был главой семьи? Пока не было отца. Ну, я. В 18 лет вы стали старшим. Да, я. И вы должны были содержать всех своих женщин. Ну, мама содержала. Я помогал ей. А мама чем занимается? Мама врач. Врач. Угу. Физиотерапевт. Главный специалист республики. Скажите, Артур, а вот вы сами можете предположить, что могло случиться и почему его не было все эти годы? Ну, я думаю, что он стесняется домой приехать в жизни. Не получилось у него ничего, поэтому, наверное. Артур, вы сейчас увидите, как живет ваш отец. И, возможно, узнаете ответы на очень многие вопросы, которые мучили вашу семью все эти годы. А баню с чего решили построить вообще? Ну, у всех есть, я тоже решил построить. Фундамент стоял, и я же много бани строил. А эти бревна сами собирали все. Один, без помощника.
И это я сам строился один. Сколько я его знаю, очень трудолюбивый, очень приветливый. Никогда вот от него ни разу не слышал плохого слова. Постоянно работал я. И перед Богом я чист. А так что? Если ты перед Богом чист, это тоже счастье. Я чеченец, он всегда хотел подчеркнуть это. То есть не татарин, ни там никакой. Я чеченец. Поселок Чимай, Татьяна Николаевна много знают людей. И то, что вдруг она могла бы себе партию, извините, другую сложить. И, наверное, были кандидаты, а почему-то вот остановился на этом человеке. Наденька, она младше меня Немножко. На 11 лет. Но знакомы мы 30 лет дружим. Поэтому вот сегодня Роману пришла поддержать. Рахим Рахманович. А для меня он ромашка. Я ее не оставлю никогда. Хоть на висец у меня сдернут. Потому что можно все продать. Но человечность и человека нельзя продать. Я родом из Чечни. Семья у нас большая была. Нас было 10 детей в семье. И никто оттуда вот просто вот по России мы работаем или что-то делаем, да, а так вот, чтобы корень там оттуда потерять, этого не было никогда. Несмотря на это, вот уже почти 20 лет Рахим Башаев живет в Оренбургской области. Все это время он ни разу не был на родине и не видел единственного сына, самую большую радость в своей жизни. Не то, что радость, это для меня все было. Он такой бойкий был, когда вот с роддома привезли. На тот момент Рахим с женой жили в Братске, куда их направили после окончания института. Спустя месяц после рождения мальчику пришлось перенести сложную операцию. Над его жизнью нависла угроза. У нас же все равно ребенок, не ребенок, у нас хоронят, привозят домой. И когда такой вот раз, это же может в любое время случиться, да? Я говорю, нет, такого я не допущу, лучше домой уедем. Вернулся в Чечню. Он сына очень любит и любил. Ему это очень больно вспоминать. Если он хочет, он рассказывал что-то. Вот, какой он у него хороший. Вплоть до начала первых чеченских событий семья Рахима ни в чем не нуждалась. Его бизнес процветал. Он охотно помогал всем своим родным, и планы на будущее были самыми благородными. У меня 7 лесхозов в объединение входило, да? Я ремонтно-строительный кооператив открыл, чтобы строить, работать, жить. У меня была цель открыть вот дом престарелых. И вот эта война все погубила. Рахим отправился в Москву с новыми идеями, как заработать, но оказался неудел. Вдобавок ко всему начались проблемы с женой Раисой, которая с сыном приехала в Москву. Супруга была уверена в неверности мужа. Когда вот я жил с женой, я никогда ей не изменял, ничего не делал. И она меня все время ревновала, понимаешь? Когда тебя вот все время толдычат, да, и говорит, вот ты с ней, наверное, был. И я говорю, ты что, ненормальная, что ли? Белые полосы в жизни закончились. Жена и сын вернулись в Чечню, а Рахим в поисках заработка добрался до Оренбурга в надежде возобновить рухнувший бизнес. Но и здесь остался не только неудел, но и без документов. Стал подрабатывать на стройках и не раз оказывался на волосок от смерти. Первый раз, вот, когда я разбился, да, вот я говорю, я вообще не мог, не ходить не мог, как мешок с костями. Бросили вот здесь вот, да, на пороге. И она меня заводила, она за мной выхаживала, 7 ребер. И вот эта лицевая часть, она у меня и сейчас снимая вся. И такого кто принял бы? Без документов Рахим не мог обратиться в больницу. Все время на помощь приходила его знакомая Татьяна. Последний раз она просто спасла ему жизнь.
когда я его выхаживала, там, например, если человека там не любишь, или там как-то какое-то бывает даже у врачей какое-то чувство брезгливости, ну не хочется, да, так. А это просто все было как-то вот жалко, и с любовью там выхаживала, мне кажется. Ну, может, это и есть любовь. Выходила. И как после этого для меня это святой человек. И все-таки почему все эти годы Рахим не прислал ни одной весточки своим близким? Я каждый раз думал, уеду. А потом раз что-нибудь случится, это целый год затягивает. Из всего, что я мечтал, у меня не сбылось ничего. Может, Бог то, что дал тебе, да, надо его беречь, жадным быть. Но я не могу так. А может, и не надо. Черт поймет. Артур, а что значит, просто когда начался сюжет, то Артур сказал, я так и знал. Я так и знал, и думал, что он так живет. Как? Вот так бедно. И поэтому? Поэтому домой не приезжал. Вы думаете, это гордость, да? Надо было приехать домой. Давайте мы его сейчас позовем. Рахим Рахманович. Встречайте сына. Только сюда надо нам. Осторожно здесь. Осторожно, да. Артур. Здравствуйте. Видите, Присаживайтесь. хорошо, надо просто чуть-чуть помогать, да? Не переживай. Все будет хорошо. Что? Я говорю, все будет хорошо, не переживай. Где же ты до сих пор был? После всего того, что случилось, я уже отчаялся и решил, что останусь и помру уже там. Но я, как видишь, живой. Ты даже представить не можешь, как долго я тебя искал. Вот так вот. Что теперь тут поделаешь? Теперь мы с тобой поедем домой, наконец. Все прошло уже. Но хотел это сохранить себе чеченца. Я не сохранил его. Вы не сохранили в себе чеченца? Потому что как можно было так? А так виноват, конечно, виноват. Хотите посмотреть, как сын живет? В семье Артура Башаева все сложилось так, как мечтал его отец. Достаток. Большой дом, где живет Артур, его жена Лариса и 4 сына. Амир, Адам, Эбби и Дэнни. Дэнни самый маленький. Ему 3 месяца. Они в университете познакомились, и он решил, видимо, сразу, что это его. Сам женился, сам нашел. Очень хорошая девочка. Мать его очень хорошо воспитала. У нас за эти 11 лет ни разу ни скандала, не было. Хорошо воспитала, и в том числе и меня. У чеченцев говорят: рай там, где находятся стопы твоей матери, а род отца каждый почитает до 7-го колена. Каждый чеченский мужчина должен знать 7 своих поколений по именам прадедов. Да. И мне сказали, что ты знаешь. Назовешь 7?
Ну, по порядку, по-моему, я не помню. Рахим, Рахман, Ахмад, Баша, Теча, Ялолоби, Тапаг. Я 9, 10, знаю, уже забыл. Я не смог быть сыном отцом. Смог. Не смог. Желаний было много, но не получилось. Сейчас вы увидите первую реакцию ваших родных на наши слова о том, что вы живы. 90-летний старик. Все время думал о тебе. А ты спокойно живешь где-то. Так нельзя. Спасибо вам большое. Узнаешь ее? Это Марха? Лиза. Нет, это Лиза. Что? Я говорю, что это Лиза. Значит, мои молитвы дошли до Аллаха. Я вас крепко обняла бы. С вашего позволения, можно? По-матерински. Спасибо вам большое. Я успокоилась. Алло, саламу. Меня слышишь? Слышу. Саламу, обрадовать тебя. Дикант нашелся. Здесь ребята, они говорят мне, он нашелся. Я плакала от радости, саламу. А вам бы хотелось, не знаю, вот, ну, чтобы открылась дверь, чтобы он зашел? Ну, конечно, больше всего этого хочет сын его. Если заходит, пусть живет, если он один. Если у него есть семья, пожалуйста, и с семьей можно. Поможем. Со своей семьей? Со своей семьей будем общаться, дружить. В одном доме? Нет, только не в одном доме. Серьезно? И где он? Пока не снимай. Рахим Рахманович. Поедете? Конечно, поеду. Но Таню я не оставлю. Это однозначно. Мне хотелось умереть. Но она мне не дала просто умереть. Вы с Таней поедете или один? Поговорю, как скажет. Как Таня скажет, да? Так и сделаете? Я так не могу тоже. 4 раза вытащила меня из капкана. Вы сказали, что вы примете отца любым, и его жизнь, соответственно, примете такой, какая она есть. Так же вы говорили в сюжете? Я неблагодарным не могу быть. Артур. Спасибо вам. Брат. Давай. Ты молодец. Мужик. Получилось. Все идет как идет. Посмотрите, какой у вас потрясающий сын. Какой у него потрясающий род. Ваш род. Всегда был красавцем. С Богом. Спасибо вам. Спасибо. Я вам очень благодарен. С Богом. Спасибо. Там канал идет еще, да? Да. Через вот. канал и сразу сюда. Да, вспомнил. Амир.
Как же я тебя люблю. Но кроме меня тебя любят многие. А ты Адам. А это Эбби. Адама я очень люблю. Но его тоже любят многие. А Эбби я никому не отдам, он мой. Он твой? Да, он мой. Я его себе оставлю и никому не отдам. Где же ты был? Почему не возвращался домой? Чтобы вы соскучились по мне. Мы скучали. Очень скучали. Сегодня самый радостный день в моей жизни, потому что я дождалась своего брата. Рахим, ну как ты? Что у тебя? Расскажи. Да знаешь, скитался, как волк без стаи. Долго же ты скитался. Дай Аллах, все теперь будет хорошо. Все будет нормально. А это Лариса, твоя сноха. Она мне не сноха, а дочь. Мы все тут ходим за тобой, Рахим, лишь бы увидеть тебя. Тебя прям как в индийском фильме нашли. Ты заставил нас всех 20 лет скучать по тебе. Я очень благодарен Татьяне Николаевне, которая меня выходила, когда я очень тяжело болел. Теперь мои планы все зависят от этой моей родни. Что они скажут, для меня закон. И мне так радостно. Теперь уже и умирать можно, если так потребуется. А тут наоборот, сейчас хочется жить, и я не сдаюсь так вот легко. Это мой дедушка. Вы знаете, очень часто здесь у нас в студии происходят истории, в которых мы так и не смогли разобраться, не смогли найти ответа на главный вопрос. Почему? Например, почему за долгие годы человек не смог дать знать своим родным, что он жив? Ведь в современном мире это можно сделать десятками разных способов. Ну, например, через наш сайт поиск.вид.ру. Мы гарантируем конфиденциальность, и никакая информация о вас не будет передана в третьи руки без вашего согласия. Если человек в беде, мы постараемся сделать для него все, чтобы помочь. Напишите нам. Увидимся через неделю.